Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в наших передачах мы говорили о таком методе решения задач, как мозговой штурм, и говорили о том, чем отличается все-таки настоящий мозговой штурм от просто собрания людей, тех же ученых, за одним столом. И вы акцентировали на том, насколько все-таки важна свобода, потому что созидание, оно невозможно без абсолютной свободы. Ну и еще одним таким самым важным критерием мозгового штурма является то, чтобы люди, те же ученые настоящие, которые соберутся вместе, чтобы они не диссонировали между собой, чтобы они были синхронизированы на одной цели, чтобы не было каких-то вторичных выгод. И самое главное, чтобы они не видели врага друг в друге. И тогда в таком состоянии они смогут вложить достаточно внимания для того, чтобы получить ответ на жизненно важный вопрос для каждого человека, чтобы спасти нас, людей, и для того, чтобы мы, как человечество, вышли на первую ступень развития, даже как цивилизации. И вы знаете, Игорь Михайлович, с каждой передачей мы все больше и больше понимаем ценность нашего внимания, ценность той силы, которая в нас заложена, ценность силы в РИЛ, и понимаем, насколько это все-таки самая ценная валюта во Вселенной, которая позволяет купить различные ответы на вопросы, купить знания, информацию у системы. А вопрос следующий. А есть ли такая информация или такие знания, которые невозможно приобрести у системы, у сознания, даже несмотря на то, что мы все вместе объединимся, несмотря на то, что будут соблюдены все условия мозгового штурма? Есть ли вопросы, на которые система не даст нам ответы? Конечно, есть. И в первую очередь, друзья, это те вопросы, на которые система никогда не даст ответов, это те, что касаются за пределами ее восприятия. Но есть еще и внутренний вопрос, тоже очень важен, на который она ответ не даст. Ну давай по порядку. Первое, что она не даст, это пояснение, что находится за пределами нашей Вселенной. Уже не даст. Что такое мир Бога? Как выглядит Бог? Что чувствует человек, освободившись от дьявола, то есть стал ангелом, обретя жизнь, проще говоря, настоящую истину? На эти вопросы ответа она не даст. И еще, что она будет скрывать до последнего? Это что такое сама система и можно ли изучить, и как она выглядит? А с чем это связано? Почему мы не получим ответ на вопрос, что такое система, Что такое такое сознание? система и Да. как она выглядит? Ну, во-первых, у нее нет формы, и изучить ее практически невозможно на нашем уровне, ну, научно-технического прогресса, скажем так. Объясняю почему. Мы находимся внутри самой системы. Мы находимся в третьем измерении, а система, она выше, скажем, она в четвертом. Начинается с 4 по 6 — это мир не только системы, но и нашего сознания. Изучать саму систему, так же как и наше сознание, мы можем только с помощью нашего сознания. Это единственный инструмент, который позволяет нам проникнуть, скажем, 4, 5, 6 измерение. Да, оно ограничено восприятием, но оно может, потому что оно само той же природы. У нас нет, ну, скажем так, никакого инструмента другого, который бы мы могли вывести за пределы нашей трехмерности, кроме нашего сознания. Но наше сознание, оно всегда, ну, скажем так, ассоциативно, всегда неточно в этих вопросах. Но это если при поверхностном осмотре. А вот если мы углубленно начнем изучать даже само сознание, то мы столкнемся с массой проблем. Почему? Объясню. Мы находимся под властью самой системы, внутри системы. Мы находимся под контролем и властью нашего сознания. Ну и, скажем так, внутри с нашим сознанием, как частью системы, мы находимся внутри, а не снаружи. Поэтому изучить и получить ответы о самой системе, так же, впрочем, как и о нашем сознании, находясь на данном уровне развития, мы не сможем. Даже все внимание каждого человека в этом мире, если мы будем очень долго вкладывать, ответ мы не получим. А
А вот вы сказали, что система, сознание, оно образа не имеет. Но все равно же в голове какие-то рождаются такие образы, что сознание — это какое-то облачко, или это какая-то паутина, сеть и так Ну, далее. если мы Мгм. берем И ее цели, там, да, если гриба. мы ее представляем как Мгм. энергетическое поле, Мгм. то поле мы каким образом представляем? У нас Мгм. сразу что-то типа Полевая тучки. структура, Полевая да-да-да-да. структура, оно должно как-то так вот Мгм. Уплотнение выглядеть, какое-то. да, какая-то, ну, Мгм. согласен, плотность, какие-то линии, какие-то разряды электрические, Да-да-да-да-да. еще что-то. А сейчас, ну, в связи с навязанной такой теорией, что наше сознание — это работа нейронов. Вот Мгм. наше сознание, оно кроется в нейронах головного мозга. Мгм. Только там. Но там его не нашли и не найдут никогда, друзья. Связь обязательно отслеживается. Мгм. Ну, проще скажем, есть определенные участки головного мозга. Ну, если будет интересно, может быть, мы подробнее когда-нибудь остановимся на этом. Но сейчас скажем просто и образно. Есть определенные участки головного мозга, которые, соответственно, связаны с определенной частью нашего сознания и выполняют определенные функции. Также через наши нейроны головного мозга идущая информация от нашего сознания попадает не только к нам как личности, но и к нашему телу, вызывая ответные химические реакции, физические, физиологические и тому подобное. То Мгм. есть те же рефлексы и все остальное работает. Вот видишь, как все просто на самом деле. Мгм. Но нейроны, они всего лишь часть химического состава нашего головного мозга. Да, оно подает определенный сигнал электрической природы, кстати. Это уже говорит о его вторичном распаде, но Мгм. когда уже преобразуется электрический сигнал, который переходит от одного нейрона к другому, плюс функция нашего головного мозга — это еще как функция, ну я бы сказал, кинопроектор. Мгм. Зарождаются определенные образы, которые нам демонстрируются на уровне головного мозга. И вот здесь вопрос: а кто их видит? Мы видим как личность, мы видим как первичное сознание, мы видим эти образы как вторичное сознание. Понимаешь, и вот если углубляться в это изучение, то мы наткнемся на такие вещи, что как раз вот этот кинооператор с пленкой — это вторичное сознание. Первичное сознание — это первичный зритель, который напрямую связан с нами как с личностью. И вот нам он пересказывает уже вот эти увиденные кадры. Мы как личность, мы воспринимаем то, что нам рассказывает первичное сознание. И мы с помощью Мгм. первичного сознания, благодаря ему, видим вот эти образы в своей голове. Причем, ну давай возьмем те же сны. Хотя сны — это немножко другая природа, это не совсем мультики в голове. Да, это мультики, с одной стороны. Мы видим, но мы там активные участники. А вот когда мы о чем-то думаем, и вот здесь интересный вопрос. Мы о чем-то думаем. Кто мы в данном вопросе? Мы как первичное сознание, мы как Мгм. вторичное сознание или мы как личность? И вот смотри, как оно все это Мгм. раскладывается, да? Когда люди начинают это изучать, функцию третьего глаза так называемого. Что такое третий глаз, кстати? Ну, ты закрываешь Что-то глазки, связанное, да. представляешь свою Мгм. ромашку, и ты ее видишь в голове, да? Мгм. Чем ты ее видишь? С помощью чего? М. У нас есть орган Мгм. определенный. Действительно, третий глаз, он реагирует на свет даже, на все остальное. И он зарождает вот эти картинки, порождает в нашей Это голове. есть этот проектор такой? Это и Мгм. есть этот проектор, Мгм. конечно. Это то, что в нас действительно формирует, ну, своего рода экран. Мгм. И вот сон, он связан с этим органом, но он связан еще напрямую и с личностью. И связан еще напрямую с вторичным сознанием, в обход первичного. Мгм. И вот здесь вот этот феномен нашего сна, он и проявляется. Мгм. И почему во время фазы вот этого сновидения, скажем так, когда мы смотрим мультики, очень легко к нам могут подключиться любые третьи силы, назовем их так. Мгм. Как раз мы беззащитны. Ну, много Очень интересного. интересно. Опять-таки, когда мы начинаем изучать свое сознание, ну, скажем, более углубленно, более детально, пытаемся дорыться до дна, знаешь, ну, в любом колодце есть дно. Мгм. Логично? Да. Вот, Есть чтобы границы, его изучить. пределы Ну а какие-то. как же, Мгм. конечно, чтобы мы смогли изучить не просто наблюдаемо, а ведь сегодняшняя наука, она сводится к чему? К Мгм. наблюдению.
и описанию наблюдаемого также. Нужна форма и образ. Конечно. Определенные условия, и как следствие мы получаем определенный результат. Да? Это повторяется. С разными людьми оно повторяется, то есть мы изучаем шаблонность нашего Закономерности сознания, вот эти. определенные закономерности, отклонения, при каких условиях, как и что. Но это все наука наблюдения и описания. Но это не творческая наука. Правильно? А Игорь Михайлович, ну вот в течение нескольких столетий хоть кто-то приблизился к изучению по-настоящему сознания? Хоть Нет. кому-то удалось? Это невозможно. С позиции трехмерности невозможно. Используя наше сознание как инструмент для познания сознания, невозможно. Объясню почему. Масса людей, которые действительно пытались изучить сознание, проникали вглубь, использовали различные техники, сами придумывали, ведь это были именитые ученые, причем с мировыми именами. И самое интересное, что на определенном моменте они закрывали свои проекты. Почему? С чем Потому они что сталкивались? Что с чем? происходило? Они сталкивались с тем, что начинают утрачивать себя. Ведь даже первичное наше сознание, оно многослойно. Сознание — это самый сложный лабиринт и порой без выхода. И зайдя туда, можно реально заблудиться. И масса людей, пытающихся изучить свое сознание, скажем, опираясь на костыли науки, там так и оставались, назад не выходя. То есть сходили с ума в прямом смысле этого слова, друзья. И таких примеров масса в истории. В истории той же медицины, в истории науки. Этого много. А еще большее число тех настоящих серьезных ученых, которые были атеистами, люди, знаешь, от науки, скажем так, потомственные даже, они становились религиозными фанатиками даже. Но верующими становились точно. В том числе и фанатиками. Не оговорился, так оно и было. Почему? Потому что они приходили к тому пониманию, что дьявол существует, и что наше сознание — это не мы. И вот здесь начинается самый страшный момент в познании самого себя и своего сознания. Потому что они попадали в такой разрыв и такие ситуации. Одни из описываемых эффектов — это самые слабые, которые на первом этапе, которые можно, собрав волю в кулак, преодолеть. Это приступы клаустрофобии в момент изучения собственного сознания, буквально наблюдая за ним. То есть люди испытывали физическое, подчеркиваю, физическое давление и неудержимый страх. Почему? Почему? Ведь они же в безопасности. И они опять-таки с помощью своего сознания это осознают, что они в безопасности, они находятся, скажем, под наблюдением коллег, лежат просто на кушетке, расслаблены, знаешь, как у психолога, но просто пытаются залезть своим сознанием внутрь себя. Сознание управляет химией Конечно. человека. И вот здесь начинались, как ты сказала только что, ответные, гормональные, вследствие этого химические реакции, которые напрочь выносили человека из вот этого предмета исследования. Вот это да. Смотри, как оно всё интересно и серьезно. То есть при изучении самого себя, при изучении сознания, в принципе, и люди на духовном пути могут сталкиваться с тем, что оно сужает человека, если ты не знаешь, кто ты как личность, если ты не поднимаешься. Вот. И вот Ступеньку здесь ты выше. сейчас сама ответила. Если человек использует правильные практики, использует то, о чем говорили пророки, и идет по простому прямому пути, не залезая в дебри, то проблем у них нет. Они просто перестают служить сатане, не слушают его шепот, не отвлекаются, по мере возможного, и твердо идут к цели. И они обретают жизнь. Смотри, все просто, четко, понятно. Вообще, друзья, я должен сказать то, что учения, которые были привнесены сюда, давай скажем, Иисусом Христом, последним пророком и лучшим из людей, Мухаммедом, ведь это действительно были простые, очень легкие для понимания инструменты, потому что по-другому их не назовешь. Это действительно были инструменты, с помощью которых человек мог легко победить шайтана и прийти к Аллаху. Выйти не только за пределы третьего измерения вот этих образов, конечно, а и седьмое. вообще в седьмое.
свободу, Открыты были жизнь. врата, в принципе, из этого рабства трехмерности, из этого Конечно. рабства образов. Мгм. Вот. Почему? Потому что за те же образы, за все остальное им рассказывали. И Иисус Христос рассказывал, и пророк Мухаммед рассказывал. Все рассказывал, все Мгм. давалось. Очень просто, легко и понятно. Но потом мы знаем, что произошло, и как люди, недопонимая, все перевернули, перекрутили, усложнили. Ну, у них была такая задача. То есть получается, что сознание все равно пытается облечь то, что оно не понимает, в образ. Вот мы видим, как ученые Все в образы. хотят хоть какой-то образ, да, вот этому сознанию нарисовать, да, то есть и все в образы облечь. Вот Точно так же и в религиях. понимаешь, Татьяна, я Мгм. тебе скажу проще. Я был в науке долго. Мгм. Очень много общался действительно с умными людьми, с многими дружим. Так что, ну, я тебе скажу одно. Все мыслят образы Мгм. и ищут образы везде. Мгм. Если не будет образа, изучить невозможно. Просто наше сознание, оно отказывается воспринимать что угодно. Вот смотри, приведу простой пример, потому что некоторые начнут возражать сейчас. Ну, ребят, парирую. Электромагнитное поле. Мгм. Мы знаем, что это такое? Да, мы изучили его проявление. Мы понимаем, что есть магнитная лента, на ней можно, ну, пленочка такая, Мгм. увидеть, как располагаются волны напряжения там и все остальное. А что это за волны, что за энергия? Что за природа электромагнитного поля? Мы только свет видим вот этот. Мгм. Конечно, мы видим Мгм. следствие, Мгм. мы не видим сути. Также электричество. Ну, мы пользуемся им, понимаем, знаем, но толком еще никто не описал, что такое электричество. Мгм. Потому что в том же электричестве, которым мы пользуемся, в нем есть масса характеристик, и оно даже различается по своей сути. Мгм. Хотя, ну, его КПД, ну, принцип, ну, один и тот же сохранен, да, то есть коэффициент полезного действия, скажем, что статического электричества, что генерируемого, ну, скажем, на тех же электростанциях и тому подобное, то же самое, да. Мгм. Ну, вот берем, к примеру, мы включаем генератор и включаем БТГ на основе электроформной машины. Мгм. Это два разных вида электроэнергии, Мгм. абсолютно разных. У них природа происхождения разная, суть разная, но силовое воздействие, оно идентично, Мгм. понимаешь? Интересно. Ну, опять-таки, силовое воздействие. Силовое воздействие в данном случае есть только у генерируемого с помощью электрофорной машины электричества. Мгм. Понимаешь? Там есть силовой элемент, который быстро распадается и образуется в то же самое электричество, ну, как мы его генерируем, допустим, на обычном генераторе, там дизельном, бензиновом, или там берем готовое электричество, которое нам поставляется с гидроэлектростанции или атомной станции, не имеет значения. У этих суть и природа одна и та же. Мгм. Благодаря возникновению электромагнитного поля, ну, образуется электричество, и оно уже по проводам распределяется. И вот здесь вопрос: оно течет по проводам, или оно создает колебания, или оно создает напряжение, или оно идет вокруг провода в поле, Мгм. создавая полевую структуру. Понимаешь, вопросов много. Ответы да, есть, и каждый прав по-своему, и в то же время никто не прав. Потому что мы замкнуты как раз-таки вот в этой системе образов, в системе Конечно, координат трехмерности. конечно. Мгм. А электричество, о котором рассказывал Тесла, вот коснемся, да? Мгм. Ведь это же совершенно другое электричество. И природа в него вроде бы схожа, но не та. Мгм. И проявляется оно по-другому. И несмотря на его мощь, ну да, объясняют, рассказывают, почему и как, почему да, вольтов много, ампер мало, человеку оно безвредно и тому подобное. Но по своей природе, когда он пропускал обычное электричество через свои трансформаторы, то оно преобразовывалось, да, в высоковольтную волну, там распространялось все. Но он создавал те условия, что электричество становилось похожим, обычное электричество, Мгм. на то, которое на БТГ образуется. Вот, ну интересно же, да? Мгм. Мгм. По факту мы ничего еще не Да, знаем. У да. нас еще, знаешь, сколько впереди познаний. Но с другой стороны, мы знаем очень много. Мгм. Уже же пользуемся, смотри, вот все гаджеты, все кругом электричество. У нас вот камеры, освещение, все это электричество. И мы ж
И светодиоды придумали, и, ну, что мы только не сделали, да? Электроника, все остальное. Вот все есть у нас. Но Мы не что это? можем вырваться из этого замкнутого Ну круга что такое дальше. электричество, мы не Мгм. знаем, понимаешь? Мгм. Точно так же, знаете, и с вопросом познания себя. Ведь, по сути, когда ты теряешь, кто ты как личность, да, вот вы рассказывали и про Конечно. ученых, которые теряют себя, потому что не знают, кто они, либо вот многослойное, как вы говорили, первичное вот это сознание, либо тысячи актеров вторичного Это сознания. очень интересно все, Точно да. так же и в религиях, когда человек не понимает, кто он, то он и те вещи, которые не обладают образами, понятие Бога, да, понятие, кто такой дьявол, они облекают в какую-то, ну, странную и очень сказочную форму. Хороший вопрос ты подняла. Мгм. Друзья мои, вот ответьте, пожалуйста, а кто такой антихрист? Антихрист кто? Против Это, Христа. Тот, кто да, против Христа. противостоящий Христу. Противостоящий Христу. Антихристос, Антихристос, да. да. Все ждут, что он придет В конце или… времен, да, Да, да. Что Иисус, например, как в исламе, победит да. Антихриста при Махдии. Но опять-таки в том же исламе Мгм. говорится и о том, что антихристос, Мгм. он пришел, когда пророк уже был. При пророке же он Да, да, пришел. что он родился при пророке. А у меня вопрос. А когда появился антихристос? Тогда, когда пришел Христос? Ну, логика есть, да? Но тут, знаете, Игорь Михайлович, тут вопрос действительно, а кто такой Антихрист? Потому что все же ждут личность, что это будет какое-то воплощение вселенского зла, лже-мессия, что это будет конкретный человек. Это конкретный А человек? можно еще вопрос? Мгм. А разве Иисус не говорил об этом, как оно было? И что придумали люди? Или лучший из людей, пророк Мухаммед, разве не рассказывал об этом? И что потом рассказали люди? Но косвенно в христианстве говорится, что тот, кто против Иисуса, в нем дух Антихриста. Ага. Тот, кто признает Иисуса, М. в том дух Бога. То есть, если в человеке есть дух Антихриста, то Антихрист уже по сути существует. Так когда он появился? Как появились люди Мгм. в своей сложной конструкции, да? Когда человек с одной стороны часть Бога, а с другой часть дьявола, да? И Мгм. вот когда в нем и ангел, и черт, вот и ответ. То есть Антихрист — это и есть сама система, есть Это дьявол, сам есть человек. сознание вот, человека. Понимаешь, вот все ждут, что вот мне нравится, что в исламе, да, придет антихрист тот же, Мгм. и он будет там косой. Одноглазый, кучерявый, Дали Мгм. такое вот описание лысый. его, да, и вот он придет, и вот он будет править, и вот его должны Мгм. победить, Мгм. и все остальное. Знаешь, Конкретная такие вот личность. Мгм. опять образы, опять все остальное. А по факту разве он куда-то уходил? Что он должен приходить, если он никуда не уходил? Он ни из одного человека не вышел. Вот в чем ответ. Даже когда человек обретает жизнь, становится, ну, при жизни еще, находясь в теле, он становится ангелом, антихрист никуда не девается. У Антихриста нет образа? Конечно, нет. Ну, я бы так сказал, у него много образов. Знаешь почему? Почему? Подойди к зеркалу и посмотри. И ты что увидишь? Мгм. Ангела или демона? Антихриста. Конечно, антихриста Мгм. ты увидишь. Почему? Потому что все смертное и все материальное в этом мире и в этой трехмерности — это и есть часть системы. Значит, это заведомо антихрист. Плоть, И, которая противостоит. конечно, Мгм. плоть, противостоящая духу. Вот и ответ. Поэтому каждый из вас, друзья, любуясь в зеркало, видит того самого антихриста. Ну, конечно, если вам не повезло и вы, ну, соответствуете описанию, как это в исламе, глаза нет, ну бывает, это жизнь. Ну и все остальные прелести, кривой, косой и все остальное, то ну не повезло, да? Ну, как правило, таких совпадений А, не встретить. Ведь описывают то, что реально человек никогда в жизни не встретит и с чем не столкнется. Да? Вот мы знаем и образ зверя, Совершенно и правильно. образ… Вот ты сейчас взяла зверя, да? Мгм. Ведь пророк четко говорил, что выйдет из-под земли зверь в конце времен, и ответите за грехи свои. Мгм. И необычно он будет с вами говорить, Мгм. показывая вашу греховность. Что придумали люди потом?
Вот эти многобожники и безбожники, я так скажу. Потому что ни один верующий в Аллах, и уж тем более верный пророку, никогда бы не исказил его слова и не стал бы толковать от беса своего то, что хотел сказать сам пророк. Ибо его слова были простые и чёткие для понимания. Разве он описывал вот это чудовище, которое осел с бычьей мордой, ушами слона, и который будет разговаривать там с каждым человеком, подходить ему, да? То есть, Удивительным языком. да. Мгм. Разве пророк об этом говорил? И простой вопрос: а кто придумал это? И для чего? Верный пророку? Нет. Вот ты сейчас ключевое. Для чего? Для того, чтобы дать образ дуракам и манипулировать потом ими. Смотри, как все просто, да? Тогда И в то же время прекрасно понимая, что люди никогда не увидят такой, плод чьей-то генетических фантазии. экспериментов, да. Но что, не так? В жизни ты с таким чудовищем не столкнешься. Поэтому заведомо ты не столкнешься с таким же антихристом описанным. Значит, его нет. Значит, можно творить, что хочешь. Потому что ты уже не антихрист и не соответствующий ему. Хотя ты делаешь то, что как раз делает антихрист. Когда ты противостоишь самому пророку, когда ты идешь против него, когда ты противостоишь Иисусу Христу. Вместо любви ты насаждаешь насилие, боль, страдания. Ну ты ж не антихрист, ты ж на него не похож. Ну что, не так? Смотри, как легко. Приходит конец времен, мир рушится, и зверь на воле, тот зверь, о котором говорил сам пророк, Цербер, который пришел с землетрясениями, с засухами, с активностью вулканов, который действительно пожирает сейчас. Пока в большинстве своем он пожирает то, что материально нам ценно. Но людей он берет мало. Пройдет чуть-чуть времени, и каждый начнет отвечать за грехи свои. Он начнет жрать людей, не разделяя свой чужой. У него нету своих. Для него мы всего лишь корм, и это надо понимать. И он чудесным образом говорит с нами. И он заставляет нас отвечать за грехи, которые мы сделали. А разве не так? А давайте мы посмотрим на это со стороны лучшего из людей. О чем он говорил в отношении зверя? Он не явится с небес, он выйдет из недр, то есть явится из-под земли. А разве не так происходит? И сейчас научно мы это доказали, даже на конференции. Да, выйдет из недр. Да. Он не с неба упал. Правильно? Да. И вот Цербер гуляет уже по нашим дворам, и он заставит каждого из нас ответить за свои грехи. Будет разговаривать с людьми самым удивительным образом. А разве не удивительным образом он сейчас с нами разговаривает? Мне кажется, более удивительного языка, чем тот язык, на котором с нами сейчас разговаривает Цербер, это на языке уничтожения нашего дома, нашей планеты. Придумать страшно. Это самый страшный и самый удивительный язык. Когда каждый из нас, тех, кто осознал, насколько и в какой мы уже опасности, и что завтра Цербер может прийти к нам и просто уничтожить нас вместе с нашим городом, вместе с нашей страной. Мне кажется, это крайне удивительный язык, который заставляет задуматься нас о наших грехах. Страшно, но справедливо. И вот в чем смысл справедливости, когда мы получаем то, что мы заслужили. Мы как человечество. Когда ты ждешь именно такой образ, который описан, ты пропускаешь то, что происходит прямо И сейчас. вот суть. Ты не видишь истины, потому что ты ждешь, когда осел вот этот ушастый придет к тебе и начнет с тобой разговаривать. Вот тогда будет конец времен. А когда Цербер гуляет невидимый и заставляет каждого из нас ответить за свои действия, всех, тех, кто жили до нас, всех, кто не послушался пророка. А почему? И вот здесь ключевой момент. Ведь пророк нам оставил фундамент для построения созидательного общества. Можно его называть как хотите, но нового прекрасного мира, в котором мы должны были все давным-давно объединиться. Весь мир должен быть
единая ума, где царствует любовь и уважение. Разве не об этом говорил пророк? Разве не этому он учил людей? Уважать, любить, быть братьями, помогать друг другу. И что самое важное, это жизнь человека. Правильно? То есть созидательное общество. И вот если бы мы, как люди, послушали тогда пророка и пошли за ним, пошли за его последователями, пошли за Али, а не пошли за многобожниками, за вот этими фантазерами, которые образы, скажем так, создают для людей. Понимаете? Ослов, ушастых и тому подобное. Антихристов, кривых косых, чтобы самим не соответствовать им. Если бы мы пошли тогда, как человечество, за Али, был бы другой мир. И сейчас бы Цербер не пришел. Вот в чем смысл, друзья. И это правда. Мы бы развились уже научно-технически давным-давно. Давным-давно мы бы стали единой цивилизацией, давно бы уже были как минимум на первом уровне. А там кто его знает? А может быть уже и на втором своего развития. И нам вот эта цикличность уже была бы нипочём. И никакие бы церберы здесь, кроме чихуашек, никто бы не гулял, скажем так. И другие породы. Но не сказочные псы, поедающие наш дом. Вот в чем смысл. И об этом он говорил. И еще вопрос: а с откуда он мог знать? Если он простой человек, да, вот как некоторые говорят, он простой человек, он использовал Тору, он использовал Библию и тому подобное, и с этого он создал вот учение и потом рассказывал. Но если он такой простой человек, с откуда он знал, что будет? Друзья мои, кроме как от Аллаха, ничего он не мог узнать. Ведь вы ж не знаете, что будет завтра. А пророк знал, что будет в наши времена даже, а не только завтра. Он предупредил всех о том, что будет с исламом, как будут поступать. Многобожника гонял сколько и говорил всем: не идите за ним, он лжец. Мы ж как человечество пошли за ним. Да, не все, некоторые скажут: мы ж не пошли, мы христиане, другие скажут: мы атеисты, вообще ни за кем не пошли. А толку от того, что вы атеисты? И вот простой вопрос: а есть ли нейтральные люди, которые ни за Бога, ни за дьявола, они ни в кого не верят? Удобная такая балансирующая якобы Да, позиция. да. Как бы верю, не верю, я ни за тех, ни за Ни этих. при чем. Я ни при чем. У меня своя правда. Есть наука, знаешь, вот как вот многие оперируют. Если научно не доказано, это не существует. Если я переведу, если я это не могу пощупать и не могу увидеть, значит, этого не существует. Образ. Да. Пока нету образа. Так кто они? Вот это и есть антихрист. Обычный антихрист с установками от сознания, банальные манипуляторы, которых даже, скажем так, дьявол поднимает на престол на какой-то, возвеличивает над другими, чтобы они эту глупость распространяли. Знаешь, чтобы плодились еретики, чтобы меньше было людей, которые идут за пророком, чтобы меньше было людей, преданных Иисусу Христу. Вот и ответ. Насколько силен дьявол, да? А пророк очень надеялся на последних, очень надеялся на тех избранных, Да. которые живут в сегодняшнее время. Он надеется, а не надеялся. Он живой, в отличие от тех, кто пошел за многобожником. Он надеется на то, что человечество таки сможет принять ислам в чистом виде, и что ума сможет объединиться, и что все-таки есть действительно верные Ему и любящие Аллах люди. Игорь Михайлович, а вот с позиции сегодня изложенной информации, как понимать то, что при Махди Иисус победит Антихриста? Понимаешь, вот опять такая трактовка, написанная вот этими многобожниками, и их последователями, которые все извратили и вывернули наизнанку. И вот исходя из их трактовки, должно быть так. Когда придет Махди, и он будет еще скрытый, придет Антихрист, и здесь придет Иисус Христос.
который победит Антихриста и даст слово Махди, чтобы он проявился. Ну вот смотри, образы, действия и все на свете. Разве не так? А люди просто наблюдают. А люди ждут. Мгм. А как должно быть, потому что этого нету, а должно быть на самом деле. И так, как должно быть на самом деле, об этом говорил пророк, что Махди проявится, когда люди изменят мир. Ну или говоря просто, построят созидательное общество. Построят то общество, которое завещал построить лучший из людей — пророк. Пророк всего человечества, независимо от вероисповедания, я так скажу, потому что это был пророк самого Аллаха. А Бог у нас один, как бы мы его ни называли. А это последний пророк. Поэтому он наш общечеловеческий пророк. Исходя из того, что нам рассказал пророк Мухаммед, и как оно в действительности, все очень и очень просто. Что такое Антихрист? Мы с тобой разобрали. Он был еще до прихода Иисуса Христа. Что такое Иисус Христос? Любовь, Вот. свет. И вот Иисус Христос, Он привнес сюда любовь. И Он сказал, что только любовью человек может обрести жизнь. Через любовь, а не через страх перед Богом, не через страх перед Иисусом Христом, а только через Него. А Иисус, Он олицетворял здесь наивысшую любовь, Божью любовь. И вот только через любовь, через истину человечество сможет победить Антихриста не где-то, а в себе, каждый. И мир изменится. Но я проще скажу, люди смогут переступить через свою алчность, через свою гордыню, через стремление кем-то манипулировать, управлять, через такое понятие, как власть, ненасытность и жадность. И вот если люди смогут это сделать и в действительности построить, изменить мир, спасти человечество, а сейчас вопрос как раз и стоит о том, чтобы спасти человечество, тогда и Махди проявится. Ну, этот процесс идет, но успеет ли он или нет, зависит от каждого человека. Вот в чем вопрос. И здесь каждый, в буквальном смысле слова, каждый человек — это и есть Иисус Христос. И каждый человек именно в себе должен победить Антихриста и принять ту истину, которую последним огласил здесь пророк Мухаммед, истину от самого Бога. Вот в чем смысл. Смотри, как все просто. То есть в каждом идет вот это поле боя, Обязательно. и важно, чтобы победил свет. Обязательно. Если не победит человек в себе, то о какой победе может идти речь вообще? Ведь это самая важная победа — победить в себе зверя. Ну или Антихриста. Правильно? Интересно это все. Об этом, ну, скажем, много говорят, много пишут. Но я так скажу, друзья, достаточно заглянуть в себя, не лгать, не летать в воздухе. Знаете, как не возносить себя от сознания, а правде посмотреть в глаза. И вы поймете, насколько это все правда. И насколько правду говорил Иисус Христос, пророк Мухаммед. И насколько мы, люди, исказили их учения и знания. Как мы правду превратили в ложь. Как мы вечно живое превратили в материальные образы, в фантастику. А для чего мы это сделали? Ну, для того, чтобы манипулировать друг другом. Для того, чтобы очень короткий промежуток жизни человека, он очень маленький. Сколько мы живем? Почти ничто. Но чтобы вот это ничто потратить для наживы, для удовлетворения своих низменных антихристовских качеств. Разве не так? Но в то же время в каждом из нас есть Иисус Христос, любовь Божья. В каждом из нас есть личность, которая стремится к пророку Мухаммеду и к Аллаху. Разве не так? Так. И вне зависимости от религии. Потому что религии придумали люди.
Разве Иисус принес сюда религию? Или пророк Мухаммед принес сюда религию? Нет. Они приносили свободу, радость и жизнь. Они приносили сюда любовь. Так что, друзья, давайте любить друг друга. Спасибо. Спасибо огромное, Игорь Михайлович. Спасибо вам, друзья. Мир вам.